Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня понедельник. Я сейчас поеду в школу начальную, где отучился мой младшенький внучок Владислав. Заберу его документы и отвезу документы в первую школу, где учится мой Кирюша. Погода классная, чуть-чуть ветерок, жарко, плюс 24 градуса сегодня. На улице очень влажно. С Машенькой мы выпустили своих утят на прогулку. Вот они гуляют, они купались. Очень обрадовались, что увидели много воды. Туда-сюда по двору бегали. Вон они как щипают классно травки. Сейчас искупались, они свои перья приводят в порядок. Как будто полотенцем вытираются. Вон и ушки моют. Вон они, видите? Даже цыплята после купания приводят себя в порядок. Как им классно. Кто-то их испугал. Наверное, куры оттуда. Вон как классно гуляют. На улице тепло. Да, вы мне многие писали, надо для них много воды, но вы меня тоже поймите, где они были, туда воды много наливать нельзя было. Потому что они плескаются, там намочатся, и постоянно надо менять под ними опилки. Каждый день будем вот так выпускать, чтобы они здесь и травки пощипали, и купались, бегали, ели с удовольствием. А на ночь закрывать будем другое место, наверное, в сарае. Цыплята остались одни, им тоже простор. Ой, как они водичку любят. Заходят, плавают даже. Полную ванну я налила воды. Вон они купались, расплескались. Сейчас еще добавим воды. И будут они целый день купаться, расплескаться. И они будут быстрее расти. В комментариях я считала несколько раз, какой породы вы взяли. Я не знаю, какой породы, но продавщица сказала. Продавщица — это моя троюродная сестренка Фанзия. Она сказала: Улямзапа, только вот этих бери. Они очень много кушают травы, не очень жирные будут, хотя не совсем, не очень жирные, но мясо будет очень сочное. И растут они быстро. Вес будет у них как у гусей. У меня вот пока месяца нет. С 11 июня будет месяц моим цыплятам. А этих я взяла где-то на 10 дней позже. Ну, будем считать, им будет где-то 17-18 тоже им будет месяц. Когда я их брала, им было всего неделя. Продавали за 110, а мне дала она 105. Я взяла 40 штук. Вот они классные. И комбикорм кушают. Комбикорм я им брала пока 5.
пока опять кушали неделю. И сейчас я им туда размешиваю дробленку. Дробленку я делаю сама. Размещаю пшеницу. Смотреть, любоваться интересно и весело. Так и хочется смотреть и смотреть на них. Но у меня дела. Я поеду в школу. Как только выпустили утят, прилетели вороны, летают и делают разведку, как бы кого-нибудь из них утащить. Ну, здесь у меня сидит охрана на стульчике, Машенька. Она сидит в тени, но сниматься она пока не хочет. Без ее разрешения я не могу. Ну ладно, я поехала в школу. Приехала я в начальную школу. Здесь детишкам играть есть вот такие домики, мельницы. Были вот здесь красивые статуйки, куда-то убрали. Наверное, будет ремонт. Посажены молодые деревья. Вот такие есть деревянные статуйки. Их было много, куда-то делись. Моим внукам здесь было интересно учиться. За елками есть стадион, где они занимались спортом. Вот какая красота. Наши достижения школы. Очень много награды, кубки разные. На переменах дети играли в шахматы. Очень много цветов. Школьный коллектив, учителей, ветераны. Вот здесь учился мой сначала Кирюша, а потом Владислав. Сейчас мы выпустились, пойдем в первую школу. Все, я забрала личную карту Владика, диплом об окончании 4 класса. Попрощались с начальной школой. Это у нас администрация. Здесь находится опека. Я приехала узнавать насчет путевки в лагерь своим любимым мальчиком. Вот какая красота у нас. Чистота, порядок. Лицо района. Позвонила мне внучка Милана. Приезжают с парнем. Сели на автобус. Сейчас проехали Калкаш старый. Я приехала на автовокзал встречать их. И жду. Очень-очень соскучилась. Сейчас познакомлюсь с ее парнем.
У Нанейки все дома готово. Накрывать вкусный стол. А вот и автобус подъехал. Сейчас я жду своих детей. Вот они. Вот они. Попадутся в кадр. Ой, 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 моя хорошая, сладкая ты моя. Ну вот, встретила я детей. Сейчас умылись, посадила за стол, кушают. И я хочу с вами пока попрощаться. Всем пока-пока. До следующих встреч.